Всем привет, ребята, уважаемые зрители нашего YouTube канала Табарман, добро пожаловать. Сегодня у нас очередное занятие курса модификация. Это курсы для начинающих предпринимателей или людей, желающих стать предпринимателями. Сейчас в рамках курса модификации у нас учится порядка, сколько у нас? 12 человек, которые сейчас активно работают над упаковкой своего бизнеса и старта своего бизнес-проекта. Мы решили взять в традицию приглашать действующих предпринимателей, которые так же, как и вы, уважаемые телезрители нашего канала, с нуля в Москве, без гражданства, без кредитов, прям с нуля начали свой бизнес и начинают продолжать свой бизнес. Сегодня мы пригласили уже давнего резидента нашей бизнес-лаборатории, известного блогера, YouTube-блогера, Instagram-блогера, ну и в том числе предпринимателя, который с нуля создал сначала студию красоты, потом открыл школу красоты, сейчас запустила новый проект в сфере онлайн языковых курсов, и онлайн, и офлайн. И в принципе, не будем говорить, насколько успешно, но скорее всего, если она продолжает свою деятельность, снимает помещение в центре города, в 5 минутах, даже не в 5, может в 3 минутах от метро, наверное, все-таки этот бизнес стабильный. Не будем заходить, да, там, проверять ваши финансовые доходы, потому что сейчас речь идет не об этом. Сейчас речь идет о том, чтобы как запустить бизнес в Москве иностранцу, в частности, и как не наломать дров, чтобы потом не разочароваться от бизнеса, улыбки бросить, плюнуть на этот город и уехать обратно к себе на родину. Многие так делают. Как говорится, Москва не любит кого? Слабаков. Не любит слабых. И поэтому мы решили, а вот слабые как раз сдаются, и многие плюют и уезжают. Да? А слабые они почему? Потому что они, наверное, столкнулись с какими-то трудностями, с какими-то ошибками, которые их дискредитировало, дестабилизировало как-то, и они решили сдаться. Поэтому перед вами яркий пример, как не нужно сдаваться. На самом деле не все так было. Вот сейчас это на поверхности, да, вот у нее столько бизнесов, но на самом деле было очень много подводных камней, было очень много ошибок. Элина, добро пожаловать на наш YouTube канал, в нашу школу. Как ты видишь, вот ты сейчас находишься в нашем коворкинг-центре. Ты первая из таких вот блогеров, даже не первая, наверное, ты вторая, из действующих предпринимателей, который дает мастер-класс нашим предпринимателям. Ты первая. Вот, еще раз спасибо, что пришла. Вам спасибо. Сегодня мы будем тебя мучить. Давайте. Мучить вопросами. Будем мучить тебя, то есть будем вытягивать из тебя секреты. Это очень важно, потому что, есть такое понимание, что если ты хочешь что-то взять, ты должен что-то отдать. И ты что-то уже получила, и нужно обратно это возвращать. И вот Хорошо. Я очень надеюсь, что ты придерживаешься той же философии. Для начала расскажи, когда ты приехала в Москву и с чем ты столкнулась в первые дни. Прилетела я в Москву в 2016 году. В августе, чтобы учиться. Мне было 17 лет, у меня была стипендия 4800 рублей, иногда 5200, когда оценки чуть лучше. Вот, и я думала, то есть мне мама дала 20 тысяч рублей с собой, да, и сказала, что этого мне хватит на полгода. Она сказала, что если я продукты куплю, общага у меня, в принципе, бесплатная, она говорит, ездить тебе особо не надо, тебе денег хватит. Я тоже в Бишкеке сидела, такая подумала, мне хватит, я же, тем более у меня стипендия есть, мне так мама сказала. Приехала, и там, пока купила там одеяло, подушки, всякое такое, на транспорт, тройка, пока мне это все не дали, и у меня просто деньги закончились. И столкнулась я с трудностью, то что
В 17 лет я просто не могла работать, потому что у меня учеба была с 9 утра до 5:45 вечера, и, в принципе, на работу не было времени, тем более 3 языка изучать это вообще, то есть там не до работы. Вот, и я приехала уже с достаточно хорошей аудиторией в Инстаграме, и в Бишкеке, то есть меня уже все звали куда-то, я бесплатно кушала, там у меня такси было бесплатно, а здесь я такая подумала, такие русские все ходят вот так вот. Я такая думаю, блин, я здесь вообще никто, что я здесь делаю? Потом я подумала, да, как же в Бишкеке было хорошо, там мама деньги давала, за жилье не надо было там платить, там о еде не надо было думать, не надо было думать о работе, тем более я училась в лицее, там меня 3 раза в день кормили рыбой, йогуртом, то есть все было хорошо. Я думаю, что я здесь делаю? А потом в какой-то момент, где-то через полгода, я просто вычеркнула из себя стереотип, то, что я кыргызская. И, то есть в универе, когда видели мой инстаграм, они такие, вау, ты популярная, там, там, у тебя такой интересный инстаграм, там, подписывались. Я думала, да, ну, наверное, русским не будет интересно на меня смотреть, типа, ну, что я буду об этом говорить. А потом просто я поняла, что там, в принципе, нет разницы, я кыргызская или не кыргызская. То есть все хорошо. Даже вот я в самолете ехала, 3 года назад, когда я была в Турции, я тоже летела с русскими. А я такая думаю, блин, почему они сидят на самолете? И я еще так вот с 2 сторон русский, я такая сижу, такая думаю, блин, короче, они сейчас, наверное, думают, вот чурка села, такая, так вот еле когда ехала, прижалась, короче, еле как покушала, короче. А в этот раз тоже ехала, тоже 2 русские были, я посередине сидела, я такая, вау, у вас такая приятная, типа, энергетика, говорю. Они такие, серьезно? Я говорю, да, вот чувствуется вот, что-то такое, вот, знаете, такое умиротворенное. Впервые вот за несколько месяцев я чувствую такую энергетику. И она такая, вау, да, там, тут общались, хоть там все за меня переживали, там воду подавали, ну, вы знаете почему. И так хорошо было, то есть стереотип брала, и лучше стала жизнь. Вот. То есть первый такой инсайт и совет для наших зрителей YouTube-канала и для вас, это прежде всего забудьте, что у вас нет таких прав, допустим, вернее, забудьте, что вы иностранный гражданин и что у вас нет никаких прав. Вы должны чувствовать себя вполне полноценно, так же, как и граждане Российской Федерации. Вот если вы избавитесь от этого, соответственно, у вас все начинается меняться. А когда у вас есть комплексы, да, вот я иностранный гражданин, у меня нет никаких прав, я там, ну как она выразилась, я чурка там, да, такое всем известное такое выражение, ну тогда действительно у вас будет очень много комплексов, барьеров, и не будет маневров для вашего развития. Все верно? Да, все верно. Скажи, пожалуйста, когда решил заняться предпринимательской деятельностью? Вообще мне надо было сюда привести свои дневники. Я недавно нашла свои дневники, которые я вела. Вообще я веду их с 8 класса, но я нашла недавно те, которые я вела прямо вот с прилета в Москву. Я там все время себе пишу, Элина, вот тебе сейчас 17 лет, но ты живешь обычной жизнью, что ты со своей жизнью делаешь, смотри, все бегут вперед, короче, я каждый день на странице это пишу, короче, потом пишу, там, надо открыть шаурмушник, короче, там, надо открыть интернет-магазин цветов, там, надо поговорить там с каким-то человеком, короче, я все время там думала, но не делала, короче, так прошло, наверное, сколько прошло? 2,5 года прошло так. Я просто ходила с открытым ртом, такая думала, надо цветочный открыть, а потом думаю, нет, надо открыть интернет-магазин одежды. А потом такая подумала, нет, это все не пойдет, надо просто открыть маленькую шаурмушечку в крымском клубе, потому что они голодные. И, короче, у меня столько там мыслей было, я ничего не делала, по сути. А начала я делать это год и месяц назад, 13 месяцев назад. Ну как это было? Как ты поняла, что ты должна заняться предпринимательством? Мне стукнуло. Что ты решила для себя открыть свое дело? Вау, это вообще, короче, такая история. Вообще сейчас я вспомнила, как прям мурашки побежали. В общем, это было лето. У меня очень большие проблемы были в учебе, потому что у меня была депрессия, я плохо училась. Вот, у меня, естественно, стипендии лишили. И я потеряла студенческую карту. То есть я с ней в метро ездила за 300 рублей в месяц. Я ее потеряла, я такая думаю, блин, короче. И то есть летом я решила остаться и работать. Вот, а в общаге жить нельзя. И я, получается, пошла... Куда я пошла? А я никуда не ходила, я просто ходила туда-сюда, короче, бродила вообще. Вот, и я ничего не могла делать, короче, у меня была депрессия. Потом меня забрала одна девушка к себе домой. Я у нее жила, короче, как богиня, ничего не делала, короче, на диване лежала, меня кормила. Потом я взяла в долг у мамы деньги и слетала, короче, в Киев, месяц отдохнула.
потом слетала в Турцию, отдохнула, потом прилетела, и я поняла, то, что до этого я у мамы взяла, вы же знаете, то, что... Сколько я взяла тогда? В долг я у нее взяла 240 тысяч где-то, чтобы купить франшизу. Помните, я уже вам предлагала франшизу? Вот-вот. Я, в общем, такой прям воодушевилась франшизой, короче, поэтому я ненавижу сетевые, короче, там биткоин, не биткоин, это все я не слышу, короче. Потому что один раз я очень жестко обожглась. То есть ты нашла эти деньги? Да, я маме позвонила, получается, мне объяснили про сетевой. Он стоил, короче, ну, в порядке там 118 тысяч, то есть одна франшиза. Я решила купить два, короче, потому что через два я могла в 2 раза больше зарабатывать. Вот, и я маме звоню, а мне говорят, если ты успеешь до завтрашнего дня, до 12, то тебе будет по этой цене. Я такая, давай, Марселек, я же вам звонила, у вас есть деньги? Да? А он мне, короче, все говорит, типа, нет, я маме звоню, короче, ночью, в 11 ночью по московскому времени звоню маме, у них там 2, я говорю, мама, мне в 7 утра нужны деньги. Она говорит, сколько? Я говорю, где-то 240 тысяч. Я точно не помню, что я ей сказала. Короче, я ей в евро сказала вроде бы. И она говорит, ты с ума сошла? Зачем тебе такие деньги? Я говорю, мама, вот после этих, типа, если вы мне дадите эти деньги, я обещаю, короче, мы станем миллионерами, короче же. И она такая, ты уверена? Я говорю, да, мам, мне это очень долго объяснять, потому что там же схемы, там, бинарная система, там, кого-то подключить, там, проценты. Я говорю, это очень долго объяснять, говорю, вы сейчас не поймете, но это просто гениально. И она мне отправляет деньги, я ей долблю, короче, она мне отправляет деньги, я покупаю это до 12, потом приезжаю на Табарман и первый раз там выступаю. Потом я думаю, все, я сейчас стану миллионером, а на самом деле все закончилось очень плохо. И получается, когда я полетела с Турции, мне было перед мамой стыдно, потому что я ей должна была 240 тысяч где-то за франшизы. Еще я у нее брала где-то 200 тысяч, то есть я отдыхала просто. И мне стало очень перед ней стыдно, вот, просто нереально стыдно. Второй совет. Да. Если вы решили то есть войти в какой-то сетевой бизнес, все-таки вот лично мой совет, да, ну, во-первых, нужно этот бизнес хорошо изучить, посмотреть, реально ли там люди зарабатывают. Потому что многие бегают и говорят, вот пойдем, ты заработаешь. Вы спросите, а сколько ты сам зарабатываешь на этом бизнесе? И сколько ты заработал? Покажи свой чек. Да? И в-третьих, вы должны видеть реальных миллионеров, действительно, которые там добились определенных результатов. Но для этого нужно определенное желание, наверное. Да? Потому что я все-таки больше рекомендую, если вы выбрали для себя какой-то путь развития в сетевом бизнесе, выбирайте для себя тот бизнес, в котором более маленький вход. Есть там $100, $200. Это минимальные деньги, но тем не менее вы, вложив какой-то минимальные деньги, вы посмотрите, работает ли это или не работает, нужно ли вам это. Но когда вам предлагают бизнесы, там, где нужно вложиться там, от 100 тысяч и выше, вот мой родной братишка, у нас там связаны карты, то есть смс-сообщения, приходит сообщение, что он снял 250 тысяч рублей. Я ему набираю, говорю, ты что там, зачем такую сумму снял? Он говорит, да, вот сейчас, братан, там все хорошо, там сейчас в одно дело надо вложить. Потом выясняется, что он вложил в какую-то пирамиду, и эти деньги тоже, как вот у Ирины, канули в воду, и в результате этих денег нет. То есть не ведитесь на эмоции. Вот иногда бывает на больших конференциях, семинарах вас так гипнотизируют, что вы отдаете, разбрасываете деньгами. Не ведитесь. Остыньте немножко, да, еще раз проверьте, еще раз проанализируйте, посмотрите, потом уже принимайте решение. Но выбирайте для начала путь в сетевой компании именно с минимальным входом, и желательно это должна быть международная компания. И у нас появляются сейчас национальные компании, особенно кыргызские какие-то сетевые компании. Да, там. Я не говорю, что плохо или хорошо, но все-таки выбирайте компании, которые есть в специальных рейтингах сетевых компаний. Вот у них есть рейтинги, мировые рейтинги. Если они в топе, то в принципе можно отдавать предпочтение. А такие рейтинги есть. И вот, мне было стыдно очень, потому что я у мамы взяла порядка 400 тысяч, а до этого я у нее взяла 550 тысяч, чтобы кому-то одолжить долг, деньги. Вот это было в начале лета еще. То есть я по итогу посчитала, что я у нее взяла где-то 928 тысяч. И я решила то, что... кстати, я не могла быть обычным нормальным студентом, и то есть я ей врала то, что у меня есть стипендия, хотя у меня ее не было, потому что я думала, что она меня будет ругать за то, что я столько денег потратила. Во-первых, 550 тысяч отдала совершенно незнакомому мне человеку, то есть с которым я знакома 4 дня там, или 5 дней. Вот, потому что мне так ее жалко стало. Вот, не свои деньги еще отдала. Вот. А потом еще столько потратила, короче, с этим же человеком за границей. Вот, это была девушка, кстати, то есть, не парень. А потом вот я решила, что
все, надо брать себя в руки. У меня нет стипендий, нет денег, перед мамой стыдно. Мама еще взяла 80 тысяч вроде бы у кого-то в долг, чтобы мне дать. Вот, и я такая просто, я понимала, что мне очень стыдно, вот. И вот нашла инвестора, открыли салон на Ленинском. То есть мне человек этот сказал просто, то есть даже не нашла я его, да, скорее он меня нашел и говорит, вот делай салон. Я говорю, окей. А когда он тебя нашел? Нашел он меня на Табармане, вот, очень так давно. часто бывает, когда вот у нас выступают спикеры, к ним уже клеются различные инвесторы. Вот реальный пример. Давай не будем об этом, не хотелось бы на это время тратить. Я просто хочу начать. Вот помнишь, о тебе в Лимоне написали, что ты... Ничего себе, какие каверзные вопросы пошли, да, уже? Написали, то есть пост, ну, вернее, о тебе статью написали, что ты открыла бизнес за 40, вернее, салон красоты за 40 тысяч рублей. Давай об этом поговорим, потому что Давайте. Я прочитал там комментарии, там столько жестких таких комментариев было. Там, ну, по сути, там не верили, туда нет, и что у тебя там богатенький папик, там еще что-то там, ну, не буду говорить еще там. Или мама богатенькая, да? Более жесткие какие-то комментарии, не буду об этом говорить, но давай расскажи все-таки, как ты открыла свой салон красоты за 40 тысяч рублей? Но для этого придется все равно затронуть тему с инвестором и об моей первой ошибке, то что когда мы открывали с инвестором салон, сим-карта салона была зарегистрирована на него. И получается, когда мы продали салон как готовый бизнес, человек мне просто не захотел отдавать какую-то часть просто. Он сказал, ты вкладывала деньги? Нет. Хотя я салон раскручивала. И все, он просто симкой все, со всем остальным отдал человеку, продал. И я просто сидела и думала, да, что-то походу мне это все не надо, думаю, да. Вот надо было мне просто идти, нормально учиться, как мама сказала, да. Кататься на велосипеде, да, работать официанткой, зарабатывать себе на жизнь, на выходные, да. И все, думаю. Потом лежала и я такая думаю, хотя думаю, нет, да, я подумала, я тебе вот покажу, думаю. Мне уже было стыдно у мамы брать деньги, поэтому я взяла деньги у сестры, 40 тысяч. Кстати, за время, что мы открыли салон с инвестором, я расплатилась с мамой с долгами полностью. Вот, кстати. То есть ты заработала деньги в салоне красоты? Да, да. То есть мне уже перед ней не было так стыдно. Потом я ее отвезла куда-то отдохнуть, и все, так забыли все. Все хорошо. И вот я взяла у сестры 40 тысяч. Чтобы вы понимали, до этого салон мой, аренда была 250 тысяч. На Ленинском проспекте, прям вот выходишь из метро, и он здесь стоял. Я просто не понимала, как я могу открыть что-то за 40 тысяч. Но у меня такое бешеное, вот, и чем вот, как это, на крысам будет. Чешкоин было, а чешкан прям, вот прям мне так плохо было, что я, да, прям мне плохо было, да. И я начала ходить, искать, я просто понимала, до этого я просто поняла структуру рекламы и поняла, что если я что-то открою, это должно находиться на Кольцевой. Просчитала, короче, кольцевые, вот эти вот линии, да, где нет вокзалов, потому что там, где есть вокзалы, это немного меньший приток из-за того, что люди путаются, особенно русские. То есть, мне очень важно было, чтобы это были русские. Я искала, короче, и нашла, подумала, Таганская. Я просто зимой, это было, то есть не зимой, это была осень, да, но был просто снег невероятный. Я просто ходила пешком и искала по всем этим. Ходила, и вдруг в один момент я смотрю здание, да, такое обычное, и там написано маленькими буквами «Ателье». Я такая посмотрела, зашла, короче, а там домофон, то есть он не открывается. Такая думаю, окей, такая посмотрела, такая просто набрала один, короче, мне открыли дверь. Я такая прошлась туда-сюда, короче, поняла, что там, оказывается, офисы, то есть на втором этаже полностью офисы. И я говорю, а с кем я могу поговорить насчет, снять там комнату или что-нибудь такое, да. И мне сказали, вот на третий тебе идти. Я такая, хорошо, такая пошла, короче, пообщалась с человеком, узнала, сколько стоит самая маленькая комната. Вот, он мне сказал, что есть только одна свободная комната, и она освободилась только вчера, вот, и она стоит 16 тысяч рублей. И я такая, вау, классно, да? И он говорит, вот надо будет первый последний месяц. А у меня там ни кушеток, ничего нет, просто вот ничего.